Ну, сегодня, начинаем, да? Сегодня мы провели выездное заседание оргкомитета с участием министров соответствующих направлений. Это строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, культуры и спорта. До обеда в первой половине дня осмотрели абсолютно все места проведения спортивных игр, соревнований. Это строящиеся объекты, это объекты благоустройства, это существующие спортивные залы, в которых предполагается проведение тех или иных соревнований. Во-первых, нужно сказать, что не вызывает каких-то серьезных беспокойств с точки зрения своевременности завершения этих объектов, в том числе и по стадиону. По стадиону хотел бы сказать, что даже идем немножко с опережением и абсолютно сегодня уверен в том, что к 20 июня на стадионе будут завершены работы, строительные работы. И, соответственно, с 20 июня туда зайдут участники культурного мероприятия, культурной программы, с тем, чтобы в оставшийся период до 5 июля, до дня торжественного открытия, проводить репетицию и, соответственно, быть готовым к торжественному мероприятию. По объекту спортивный комплекс зала единоборств в селе Мондаба есть беспокойство, конечно, с точки зрения темпов работы, хотя строители работали всю зиму без остановок. И сегодня генеральный директор застройщика и генеральный директор подрядчика заверили нам о том, что до 26-го, то есть ровно месяц, сегодня 26 мая, 26 июня они завершат объект и сдадут нам. Договорились 26-го, встретиться там же на объекте, принять у них результаты работы и, соответственно, принять отчет. Эту задачу, я думаю, что вполне можно достичь, завершить этот объект. Уверен, что они должны завершить путем параллельного ведения работы по всем направлениям. И благоустройство, и внутренняя отделка, и кровля спортивного зала, они должны быть вести параллельно. Для этого они уже сегодня увеличили численность работников на 17 человек, и еще до конца текущей недели приедут на объект 20 человек. И тем самым будут интенсивно вести днем и ночью работу на этом объекте. Далее, также новый объект ипподром, хотя у нас конные скачки не входят в программу спортивных мероприятий, это не является видом спорта, который включен, аккредитован в спортивные игры, но тем не менее конные скачки всегда являются зрелищным видом, и для праздника мы решили организовать конные скачки. И ипподром, сейчас вся контрактация завершена, на днях уже начнут завозить материалы, пиломатериал, и до 26-го также завершат работы по обустройству этой территории. Там объемы небольшие, я думаю, что администрация района вместе с подрядчиком справится с этой задачей. Конечно, отдельно вопрос обсудили мы сегодня по благоустройству территории села Барагонцы. Во-первых, нужно отметить, что большая работа проведена со стороны населения, жителей села Барагонцы. Все уже внесли большой вклад в подготовку организации спортивных игр, но, тем не менее, еще остается у нас месяц, июнь месяц, для того, чтобы еще краше, лучше, чище сделать территорию села Барагонцы. Покрасить, перекрасить, частникам заменить там старые заборы на новые, там палисадники перекрасить там, и так далее. Это вот сейчас как раз благоприятный период, наступают теплые времена, и в течение июня месяца я уверен, что Барагонцы преобразится. Мы еще будем уделять этому вопросу больше внимания. На следующем нашем заседании оргкомитета будем, во-первых, смотреть все эти места благоустройства, площадки, тротуары, каждый угол, каждый поворот, каждой улицы будем проверять и требовать уборки, очистки и так далее. Далее, обратили особое внимание на вопрос, связанный с заездом по маршруту Нижний Бестях-Барагонцы и по маршруту Сотинцы-Барагонцы. Наши гости будут приезжать по двум этим направлениям, и, соответственно, мы
попросили Министерство транспорта провести ремонтные работы, грейдирование на этих участках с тем, чтобы привести их в норму. Также на путях, на этих трассах будет организован и медицинский пункт, и места встречи гостей в торжественной обстановке. Я думаю, что культурная программа организует здесь очень яркое, такую приятную встречу гостей, которые приезжают по этой трассе. Далее, договорились о том, что Минтранс увеличит частоту паромной переправы по маршруту Кангалас-Сотинцы до 5 рейсов, до 5 паромов. Они будут следовать постоянно и обеспечивать бесперерывный поток пассажиров по этому маршруту. По улично-дорожной сети также все финансовые вопросы решены, контрактация завершена. Вот опять же июль месяц, самый ответственный для всех, абсолютно по всем направлениям. Месяц для тем, чтобы завершить работу по бетонированию, по асфальтированию и по ямочному ремонту. Все министры и руководители соответствующих направлений на уровне УНУСа понимают эту задачу, и я уверен, что мы через месяц будем принимать и подводить итоги всех этих работ.